Иртик Хелшин. Доброе утро. Сегодня мне надо поехать на свадьбу. Сделала утром уборку, все сделала. И жду своих заловок, которые заедут за мной. И заодно они говорили, что приедут проведать мою маму. Вчера забыла поставить в холодильник молоко. Оно у меня прокисло. И хочу сделать небольшой творог. И заодно покажу вам, наверное. Не знаю, какого размера он получится. Таким маленьким я и не делала никогда творог, друзья. Ну, чтобы молоко не пропало. Оно прокиснет. В холодильнике у меня уже нет места. Поставила вот на огонь. Немножечко его вот так вот разломаю. И все. И потом будем ждать, пока оно согреется. Немного прибавлю огонь. Что-то не было свадьбы. У нас сейчас зачастились свадьбы. По-моему, люди боятся, что будет карантин и снова свадьбы отменят. И хотят быстрее сыграть свадьбу. Сейчас немножко подождем, пока будет греться у меня молоко. Вернее, не молоко, а это уже простокваша. Вот так вот, друзья. Уехал сын. Мне действительно очень скучно, если честно. Еще пока сестра здесь не так, конечно, но вот она уедет, будет вообще скучно. Ну что поделать, действительно, наши дети взрослеют. И спасибо за комментарии, которые вы мне написали, что вы меня поддержали в действительности. Да, дети взрослеют, уходят, женятся, замуж выходят, убегают из дома родительского. Но, знаете, все-таки очень трудно, когда твой ребенок куда-то уходит. Я вообще не привыкла, что сейчас еще более-менее привыкла, когда уехали, или в прошлом году уже было. Но тогда это вообще было что-то, мне не хотелось вообще домой заходить. Действительно, как будто частичка тебя уходит, когда дети далеко, надолго уходят в действительности. Оказывается, дети взрослеют быстро, друзья. А когда они маленькие, кажется, что они никогда не вырастут. Ну ничего, альхамдулилла, лишь бы, конечно, они были живы. Всегда же со мной рядом тоже не будут сидеть. Но все равно сердце щемит. Ну, сейчас подождем, пока согреется, потом я покажу вам. Ну и вот согрелась наша простокваша. Теперь будем делать творог. Чуть-чуть даже перегрела, но ничего страшного. Заходила туда в дом. Да и сестра позвала маме давление померить. Сейчас понемножечку корова уже прибавляет молоко после болезни. Тем более я ей очень долго не давала корм. Врач мне запретил пока давать корм. Она уже 5-6 день, по-моему, я уже и корм даю. И потихонечку приходит в себя. Но одна моя дойка коровы пропала полностью. Она вообще так несколько капель еще могу выдать и все. Но, скорее всего, я ее к весне, если получится, хочу убрать, купить себе другую корову. Пусть отелится, а потом уже на выгон не пущу, чтобы она не была стильной. И продам. На мясо просто продам, а себе куплю корову другую. Потому что там уже практически вот каждая из доек переболела у нее. Правда, была очень хорошая корова, мне жалко ее терять. И как назло, ни одного теленка она девочку не родила. Все 7, по-моему, 7 раз она отелилась у меня, все 7 пацанов. Что? Так вот, друзья.
Позвонили уже из Иловки, почти подъезжают, а я еще и не одета. Ну что, сейчас быстро сделаю творог и поедем на свадьбу. Так, вроде бы посмотреть, родня, конечно, не близкая, к которым мы едем, но тем не менее, просто именно вот у мужа поддерживают очень хорошо отношения, даже с дальними родственниками поддерживают отношения. У меня вот мои нет, они не такие. А вот его родня, вот прям вот даже троюродные, четвероюродные, братья и сестры друг к другу ходят и поддерживают друг с другом отношения, ходят на свадьбы, ну, если вдруг что, и на похороны. И это очень хорошо, мне кажется, потому что очень много людей бывает, поддержка бывает, и интересно друг друга видишь. Сейчас такая жизнь, вроде бы все на машинах, но все равно друг друга очень редко видят, если только встречаются на свадьбах, да и в принципе на похоронах тоже. Вот такая вот жизнь, штука, бежит быстро. Не успели оглянуться, уже время прошло, уже даже внуки повзрослели, представляете, это выходит замуж моей свекрови, племянника, внучка замуж выходит. Получается, двоюродного брата моего мужа, внучка замуж выходит. Так, сыворотку я вылью. Она жирная, я не люблю на жирной сыворотке делать что-то, потому что бывает, тесто не очень-то поднимается, если сыворотка жирная. Только если на обрате. Ну что, творожочек вроде бы так более-менее не маленький получился. Он будет вкусный, почти как сыр. Потому что молоко жирное. И творог из жирного молока будет очень вкусный. Так, друзья. Сегодня я вообще остаюсь с мамой одна, никого не будет. Сестра уедет после обеда, как я приду со свадьбы. Но осталось только до того, чтобы вместе с Иловками меня пустить на свадьбу. Тоже ей надо было ехать утром домой. Она меня пожалела. Ей тоже, она готовится к свадьбе, ей тоже некогда. Но она мне обещает, что как только сын женится, после свадьбы она будет чаще приезжать. И будет мне помогать. Она работает в инфекционном отделении, и у нее через 3 суток только смена. Она говорит, хотя бы сутки, двое, может быть, ну, сутки точно, говорит, у тебя буду ей тебе помогать, буду с мамой сидеть. А пока вот последние 2 недели осталось до свадьбы сына. Как я не могу тебе ничем помочь. Вот так вот, друзья, не знаю, кто как делает творог, я его делаю вот так вот. Теперь он немножечко стечет с этой стороны. Я его переверну. И с другой стороны тоже потом оставлю. До вечера оставлю. Он стечет. Так, ну, немножечко подсолю, пока стекает сыворотка. Он немножечко пропитается солью. Обычно творог из обезжиренного молока я не солю. Я не люблю соленый творог, но этот я просто хочу и маме, и себе. Мы будем его есть так. Ну, он не очень-то прям такой жирненький будет, ну, жирный, но будет вкусный. Поэтому сделала для себя и для мамы. Немножечко будем есть. Уже не надо будет ни сметаны добавлять, ничего добавлять. Так, ну вот, друзья, теперь пойду собираться на свадьбу. Со свадьбы, если получится, сниму вам. И тоже посмотрите, какая свадьба там тоже у них. И вот творог я перевернула. Вот такой он формы получился. Надеюсь, тоже вкусный будет. Обычно у меня говорят, что моя молочная продукция бывает вкусная. Но это, конечно, некрасиво хвалить себя, но не знаю. Я, в принципе, не себя же
хвалю, а именно молоко и сметанку свою. Просто действительно говорят, я не знаю, насколько правда нет, потому что я привыкла только к своей сметане, своему молочку. Несколько человек мне сказали, что у тебя вот именно вот твоя сметана очень вкусная, вот, какой-то другой вкус, не такой, как у того, что они покупают. Не магазинное, а вообще тоже домашнее молоко. Именно, говорит, вот твоя сметана бывает с каким-то вот со своим вкусом приятным. Не знаю, может быть, из-за того, что там, чем я кормлю корову или как, я не знаю. Но рацион коровы у меня всегда бывает такой, знаете, разный. Ну, как сказать, разный. Разнообразный. Я туда им и картошку даю, и ячмень, кукуруза, пшеница, отруби, жмых. Все это вместе добавляю. И со стола все, что там бывает, излишки хлеба, разные излишки еды. Может, поэтому от того, что она ест, тоже же бывает вкус молока другой. Поэтому, не знаю, говорят, что сметана у меня вкусная. Ну, вот так, друзья, все, теперь я побежала, буду одеваться. И уже позвонили, сказали, что уже почти подъехали. Так что я побежала, друзья. Мои заловки к нам. حبيبوش خمشي أحمد خالد بديك موسى سجوا سويتي أنت أنت شغلي Есть школа. Так, мы сейчас едем, ну, тоже сегодня на свадьбу. Все вместе собрались, они приехали за мной и к моей маме маму проведать. Сейчас поедем на свадьбу. Но свадьба, правда, не очень близкого нам родственника получается. Снимать там я практически не смогу. Короче, знаете, куда на свадьбу я еду? К моей свекрови. Племянника, внучка выходит замуж. Я хочу, вот экскортом едем, 2 машинами. Поснимаю немного свадьбу, меня не видит здесь никто. Симпатичная женщина, которая разговаривает племянница моей свекрови. Получается, моего мужа. Это мои заловки. Это тоже мои заловки. Хаерс, я хочу тебя представить. Это старшая моя заловка, самая любимая, между прочим. Спасибо. И мне кажется, моя старшая заловка больше всех меня любит. Говори на камеру. От души говори. И познакомила меня с моим мужем. Тоже эта заловка. Невестушка расстроенная. Оказывается, у нас еще сегодня моя заловка именинница, мы ее поздравили, подарили мне цветов. Ну, ты хоть цветы покажи, пожалуйста. Так вот. И у нас сегодня необычные приключения. Давно не виделись родственницы.
Какой аквариум у нас, оказывается, за мной стоял, я не заметила. Тебе надо купить аквариум, успокаивает хорошо. То, что под вентилятором стоишь. Ardo, manzal zeyni çişar. Bıçağı hani. Adale. Adale. Teşekkür ederim. Öyle. Bak ben anlayacağım. Halk da слушайтесь, вот этот лад тоже. Пока мертвечка мчись, haltas. Вот так. А сфотографируешь, да, хорошо, я снимаю. Sen minuta sendin. Sen minuta. Dajcie. Daldık baba. خلاص سجل هو موهوب ويقول لك كل شيء طيب يدرس على حلو وهذا شو كلام غير اشتغل اكثر من 10 توم Dik يقدر على تسوق dik زمسك. هزبادي فوقيه وش بديه هري؟ ها يا وطول اسمي زي وتبادي فوقيه Khod gider ya mu khozi gozday ya. Обряд наш, который прикалывается игла, подол платье. И опять платок с монетой. هسه просто واش ты вон ты сюда رحمة واقف ده عقلي جاور سوق بخلوق عقلي جاور لا تاوي Tenik mor göçte. تونيك مورجا دين سجدي Atsıdır ya. No dini no tenik. يجيني عند يقولي كيف تجوا نزع ما يقول كيف تجوا Ana kokuna. يا أول قبيلة الشعر فيه وصحصه. ما هو بشي قمر سو ميرخو ما قولوا. تزوج قسم قبيلة الشعر بلي تحتوش نميرخو قولوا. توك ديسو كاز ما يقول سو خوش كستو انت حاجه سو حتى قرسو تقول هذا فدا. تو غيرو اسا كستو تو غيرو شو كاك؟ اكيد لاس كيك موريون دوك دوك عم يجي يجعد سو قرسو ها والله تربيتي شو سو قصتش من الخوف حقلت السبوكس مو عاد يلا مو هذا داخل هذا داخل. روسكي وسو وين فريشه Neydi? Zarima yataqtın اليوم. شو خوز ده Ya zarima. يا بيش اون اي ما زين كذا. اون هذا مش يا بس دي نصف كاش دي هي زي مش فيها انا اشطب بالساعه بس هذا تاكتيك تعمير على التصديق
Hamdi ders переводи мегифона Kaç карту. kişi gitsen de o siz bayağı kızım. Yok insan da. Çok edersin. Telefon sayı. Abim bu arada. Zahalha tamam çağırın. Toş mu zaf hoş mu? Biz kadar iyi gittik ya. Şuna baka hemen yıka. Şuna baka hemen yıka. Şunu yoksa gel. Şuna baka. Hayır o bir şey görmesek ya. Değil bu arada. Unutmuştu ya. Sen Medine'yi. Medine yok. Yani bu Medine yok. Medine şey Medine hindi. Да, Мадинаждик баша. Flash Erdem de değil. Flashmış Erdem al. Bomça dönüyor. O aşkı var. Valla kitası mı çabuk? Evet, evet. Zaten harbi, farklı yok. Mı çabuk? Çok bu ya. Сыгла светром хозапсак. Ulan bir lan. Букет в левую руку. Ba'dan Andri Bahi kişi Тогда я хочу, дать дождь машинчику букет так. Şlap hakkı hay. İşte eş bulağı. Ай, واش значит لو ما قدرش الحمد لله شان تحنا بخير ثانية نشلي ما داش خين شو ده داش دو ما ديس شو اسمه ده كده دول شيء لازم ديال إيش دول بركز ينص خير شاد صام جازن ديك يا إيش خيل وناقص ديال Главное не наступать просто. Шортик, Ася, шортик, Ася, шортик.